Добрый день, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Ко мне скоро подъедут гости. Дорогие гости, внезапные. Я даже не ожидала, что ко мне когда-нибудь приедут корреспонденты из Первого канала. Хотят снимать маленький сюжет, как я готовлю красный творог. Видимо, всем мой творог красный понравился. Я много снимать не буду, чуть-чуть покажу. У меня дел очень много. Я делала ремонт, все затянулось, ролик снимать никак. Охота было все снимать и показать вам, но ничего не получается. Ладно, как получится, так получится. Накрыла немножко стол своими выпечками. Немножко хочу угостить дорогих гостей. Позвонили из администрации тоже скоро будут у меня в гостях. Как обещала вам показать, ко мне приехали из Первого канала. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы зачем ко мне приехали? Мы сегодня будем снимать небольшую программу, эпизод, кулинарная программа о том, как готовить красный творог, как готовить его в глубинке. Самый настоящий рецепт, который передается из поколения в поколение, и рецепт, о котором не узнаешь в интернете. Ну да, меня тоже мама научила. Когда я готовила красный творог, показывала, мне много раз написали в комментариях, что я неправильно готовлю. Это, наверное, не так. Я правильно готовлю. Из поколения в поколение. Вот бабушка своим дочерям показала, мама мне моя показала, я своим дочерям показываю, они видят, внучки тоже заинтересованы, если, конечно, корову будут держать они. Но это, я думаю, везде готовится по-разному. По-разному. Вот, например, баурсак, чак-чак. Вот готовится по нашим рецептам, а вот в Казахстане у них дрожжевое, соленое, еще какое-то. Вот мне пишут в комментариях, что я неправильно готовлю баурсак. Мои хорошие, я правильно готовлю. У всех свой рецепт. У всех свои вкусняшки. Пошлите. Добро пожаловать в дом. Идем сюда? Все, можете начинать. Все готово. Ага, ладно, хорошо, спасибо. Сейчас будем готовить красный творог. Все, мои хорошие, все у меня готово. Вчера съездила в деревню, подоили мне корову. Свежего молока я привезла из деревни. Буду готовить красный творог. Очень вкусный, нежный, витаминизированный и полезный для организма. Сейчас я вам покажу, как я готовлю творог, как меня научила моя мама. Мою маму научила бабушка, бабушку научила прабабушка. Вот так из поколения в поколение мы передаем наш рецепт, как мы готовим красный творог. Казал эремшек, кто-то говорит корт. Ну что, мои хорошие, провожаю своих дорогих гостей из Первого канала. Аня и Игорь. Добрый путь вам. Сколько длилась съемка? Сколько вся подготовка у вас? Сколько времени ушло на всю подготовку? 5,5 часов. 5,5 часов. В эфир выйдет секунд 10. Ну ладно, Больше, на самом деле. самые хорошие кадры, сюжеты вы будете выставлять. Было очень приятно с вами познакомиться. Очень добрые, искренние люди. Кстати, муж с женой оказались. Счастья вам и здоровья. Хорошей дороги вам. Было очень приятно познакомиться. Я вас провожаю. И на прощание мы вас обнимем. Да. И обнимашки. И обнимашки. Удачно вам доехать. Счастливого вам пути. Хайырлы юл сезгә, балалар. Спасибо. Исән сау, кайтып җитегез. Ой, это что там? Кирпич.
Мои хорошие, я проводила сейчас гостей из Первого канала, Игоря и Аню. Они поехали домой. Съемка длилась 5,5 часов. Долго, конечно. Но было очень приятно общаться, и времени вообще незаметно было. Такие интересные люди. Мне в дороге всегда почему-то встречаются только хорошие люди. Всегда, пожизненно. В основном хорошие люди встречаются. Сейчас закроем ворота. Счастливо доехать Игорю с Саней. Ну вот, теперь я продолжаю, что я этот раз сделала. Мое строительство. Давно мечтала внукам сделать турник. Посмотрите, мои хорошие. Высоту турник выбирал внук. Я покрасила в черный цвет. Ему нравится. Заставляет братика тоже заниматься. Кирилл часто занимается, подтягивается. Но и для здоровья тоже полезно. Попробуй и сама тоже. У меня сломались качели. Тоже вот черный цвет, где покрашено. Мне сварили вот здесь. Вот посмотрите. Вот такую стойку мне поставили, чтобы держать груз с обоих сторон. Цветы у меня вот так всего. Почему-то у меня в этом году они не растут. Не знаю. То погода холодная, то жаркая. Не знаю. А винограды растут. Очень даже растут. В этом году вот такой сорт винограда. Не знаю, какой сорт. Очень много здесь вот ягод. Прямо прелесть. Розы тоже прямо горят. Вот утром только некоторые бутончики вот зацвели. Смотрите, цветы где-то вот так сидят, и все. Поливаю и утром, и вечером. Земля сохнет. Но это бесполезно поливать. Дождя надо. Дождя давно не было. Вот розочка одна в этом году посадила. Зацвела. Посмотрите, такой яркий свет. Камера, конечно, не так показывает, но очень яркий свет. Вот у меня запоздалая лилия. Розовый свет. Бонни, привет! Как дела? Ой, ты красавец наш. Пить захотел. Воду пьет и пьет. Хороший. А ты зачем курица вышла? А? Хулиганка. Вот посмотрите, мои хорошие, какую пристройку мы сделали. Вот сюда тумбу поставили. Вторую, третью. Здесь со временем будет окно. До половины можно закрыть. Это я потом только додумалась сделать, как вот здесь. С обоих сторон можно окно поставить. Здесь мы подняли стену. И здесь жду теперь материал, стройматериал. Доски, обрешетки, там еще что-то заказала. Жду, когда привезут и сделают крышу. Здесь будет, наверное, беседка. Потом электрика мне надо будет. Здесь хочу, конечно, плитки поменять. Вот они у меня какие страшные. Соль сыпала, потому что не знала, что нельзя соль. Вот здесь мы сделали навес. Посмотрите, как хорошо получилось. Вот. Наверху профнастил. Вот эти стойки
трубы поставили, пробурили. Я повесила цветы, как хотела. Вот поменяем тротуарные плитки, и все будет хорошо. Но не знаю, когда это еще будет. Здесь отдыхает бетономешалка. Дети велосипед свой ставят сюда. Здесь мы подняли также забор шлакоблоком. Конечно, кладчики на шлакоблок выше подняли, но снимать я уже не стала. Ладно, сказала оставить. Вот какая стройка у нас. Небольшая. Можно поставить диван, и мне очень хочется, даже мечта моя, здесь сделать печку. И печь здесь хлеб. Вот. Здесь зимой очень много лежит снега. Здесь зимой бураны, заметется сюда снег. Подвал, конечно, тяжело спускаться. Каждый день надо копать, выкапывать. Поэтому решила здесь закрыть. Но все равно отсюда будет, конечно, заметать снег. Но все равно не так, конечно. Еще сделали мне вот здесь забор. И очень удобно закрывать. Конечно, свет я заказала красное вино, а сделали мне рубин. Но ничего страшного. Можно рубин. Останется мне еще сделать здесь ворота, чтобы зимой моя ласточка не замерзла. Но это не в этом году. Как-нибудь. Посмотрели у меня наверху. Подкрутили еще все саморезы. Некоторые уже отворачивались. Конек там поправили. Сварщики молодцы. Они мне сделали все это за 2 дня. Поменяли мне колосник в бане. Ну уж очень нравится моему внуку турник. Он без конца там. Вот этот старый диван свой поставлю в беседку, когда все сделают. Вот и цыплята наши. Они уже большие. 5 мы уже почистили. Сварили суп. Очень вкусный суп. Мясо уже готово. 8 июля им было всего 3 месяца. Весом 3200-3300. Это хороший вес. Дорогие комбикормы я не покупала. Кормила я таким способом. Варила им зерно, пшеницу, картошку и перемешала комбикормом. Вот. Какие-нибудь биодобавки, ничего не добавила. У них мясо уже, можно сказать, готово. Обычно в 3 месяца мясо бывало какое-то липкое, не готовое. Уже пора, наверное, всех пустить в морозильник, потому что 4 месяца, я думаю, уже мясо будет жесткое. Вот. Они толком сейчас не кушают. Сегодня у нас жара 39. Ветер очень жаркий. Даже вот очень трудно даже дышать. То и дело цыплята пьют воду. Толком не кушают.
они в это время очень сильно худеют. Покрасила еще двери. Юля покрасила туалет. Вот все двери мы покрасили в этом году в синий цвет. Почему-то у нас зеленый цвет нам приелся. Это еще не мешало вот эти емкости покрасить. Здесь у меня старшенький внук занимается, что-то химичит. Не знаю, что-то разобрал. Он доски пилит ножовкой. Наверное, я ему куплю электрическую пилу. Безопаснее будет. Печка моя. Здесь зерно приготовилось. Вот и помидоры надо вот опять подвязать. Помидоры, конечно, хорошие. Вот уже они падают, потому что ветер. Смородину собрали, варенье мы сделали. Персики, вот они, хорошенькие. Можно уже фаршировать. Вот. А чеснок у нас в этом году вот такой. Не знаю, и поливали нормально. Ну, для дома пойдет, не на продажу же. Морковку начали редить. Ребятишки с удовольствием грызут. Очень сочная, вкусная морковь. Здесь у меня растет огурцы. Здесь кабачки, вон бедняжки. Прямо без воды сидят. Хотя я поливаю их, огурцов и цветы, и кабачки утром и вечером. Вот видите, какая жара у нас. Яблоки падают, не созревшие. Вон они. Маленькие кабачки есть. Лук у меня уже лежит. Отдыхает. Устал от жары. Капуста. Картошки уже отцвели. Но жуки сидят. Здесь у меня салат, кабачки тоже и огурцы. И все. Больше ничего нет. А вот клуша наша с детишками своими. Посмотрите, какие красивые цыплята. Очень даже красивые. Ножки волосатые вон. Всем привет! Всем привет! Мои внуки собрались в бассейн. Старший смущается уже. Не хотят сниматься. Удачно вам отдыхать. Пожалуйста. Ну, на этом, мои хорошие, я свой ролик заканчиваю. Всем желаю здоровья, крепкого здоровья, удачи, семейного благополучия и мирного неба над головой. Всем пока-пока. До следующих встреч.